Mendut küntermut, mendut zuhar, mendufte zuhar, би хальмаккеланды сынав, би эрнсендалян. Я тут решил сделать короткое видео, хотя сомневаюсь, что оно получится короткое, но постараюсь как можно короче. Поработал я над текстом, которым в прошлый раз делился. И хочу как бы зафиксировать его, занятие это. И завтра я уже приступлю к другому тексту. Ну, в общем-то так. Баклик аратта зурман гурван. Кезене бэджи. Баклик гидик шувун, булгин усунунта, бурсын модын сүдерта бэджи. Неддевчи баклик аратты өнген хаят окчкат улят суна. Тигет улжи бятлин нек зурман эрат баклик юнгат улят бэнэч. Улят бэнэч гиджи сурна. Негарате эрат булгин усичин балгат челенав. Булгин модычин хазат челенав. Нек өнген аскевы. Тегет өнген өкшкат гундырхат ульжанав гичкелне. Не тераратан эрхля булгин усыгы балгат челедик очинали. Бурксын модыгы хазат челедик шудынчинали гичкеле. Тегет зурмын бакылкты ухаза чкат. Зукнамаг келев геже аратты бича келгine. Тегже келшкат зурмын гүйгат ювжевудна. Дарун аратты гүйжерет булгин усчин балгат челенав. Бурсын модычин хазат челенав. Басна күндген аз гигат саакы кеверин алихар серхлерин. Булгин усы балгат челедик очинали. Бурсын моды хазат челедик шудынчинали. Гиджи баклик сурна. Энуге чамак кенза джугюв гиджараты сурна. Тихлен баклик эгат зурмын гигат келет окчкна. Араты баклигин үксөн шкат чамагы зурмын гигат зурмы кягат гарат гүйне. Зевер гүйгат урклан өмнен зурмын нүкнесін толғыған бұлталықшысын бәні. Араты яқ жы чамак мекліз гиджи санны. Көрін сәқін көзінін лім туыла. Сәқін зөн емаран гилчгена. Тегже келхлен зурмын туыла. Сәқін зохан Үзülхар гарат гүйне. Нүктесін гарат гүйхлен араты бәрет авчкат итхар седна. Мингін мунк ан болхла менюда итхы. Нерін ұқата ан болхла немін тотолат итхы. Гиджи зурмын келна. Араты нерін ұқата ан болхар, неген хойыр ғурвын, дөрвін, тавын, зурған, долан нәмін гигат сүйілін, тоодан яман анығақлан зурмын алдарат нүкінден гигат оратыдна. Араты ардын яман анығағат үлдів. Ну, вот, как-то так. Конечно, до идеала еще далеко. Надо работать и работать, это только начало, но я чувствую в себе, вот, приходит какое-то понимание. Во-первых, я уже понимаю весь текст полностью, даже читая его, прослушивая аудиозапись.
Ну, в общем-то, прослушала видеозапись, понимаю весь текст. Ну, буду, в общем, работать. Работы предстоит много, не один урок. Много. Так что, в общем, нельзя задуматься, не стоит задумываться о том, что как много работы предстоит. Все впереди, все начало. Главное обучаться с интересом, с настроением, с радостью. Так, ну, в общем, что еще хотел сказать. Конечно, хочу поблагодарить всех и друзей, и новых друзей, кто добавился. Очень благодарен вам за поддержку. Вы меня действительно поддержали. И я уверен, что вместе мы все сможем сделать. В компании обучаться и развиваться гораздо легче, чем одному. Тем более у нас есть интернет, и мы можем коммуницировать друг с другом. Ну, что еще сказать? Не обошлось без Стёба. Тут, в общем, я хочу вам предоставить вот такой отрывок. Пишет мне Анна Васильева. Не знаю, потому как она комментировала там, можно вроде бы поверить в то, что она жила в Элисте, может быть, живет там, наша землячка как бы, но по духу комментариев вплоть рашистка. Вот ее задело, например, то, что я в одном из своих видео, он не имеет отношения к изучению калмыцкого языка, называю Россию тюрьмой для национальных регионов. И Россия страной подонков. В общем-то, я объяснил популярно, что это значит в моем понимании страна подонков. Но многие ей писали то, что не стоит обращать внимание. Ну, как многие, не многие, конечно. Это я так. Ей писали то, что она не хочет принимать во внимание мои аргументы. Ну, что делать? Если человек не слышит, как ей что-то объяснить? Есть такие люди, у которых установка такая, то что все, у них зациклено, планка упала, и все, они прут как автомат. Вот ее, кстати, комментарий. Сергей, ему кровавый режим мешает учить. Видела видео в защиту языка у него на странице. Он там читает на калмыцком языке с рязанским акцентом. И сегодня в Фейсбуке он там одну фразу или сказал, или прочел с гордостью, и это за целый год. То есть чувак, дожив до своих лет, пришел на митинг в защиту родного языка, на котором даже читать не умеет, и за целый год выучил или научился читать одно предложение. В общем, да. То есть, если ты не знаешь калмыцкого языка, родного языка, то и не имеешь права выходить на митинги. Вот так в ее понимании, да? А интересно, как думали люди, например, которые боролись за отмену рабовладельческого строя, да, за отмену рабовладельчества, как они вот это, им тоже, наверное, говорили, ты же не раб, да, нефиг тебе выступать за это, а что ты это, сиди там дома, молчи. В общем-то так. Ну, в общем-то, в этом и вся суть идеологии рашизма. Вот. Задача у них одна. Отобрать язык, отобрать культуру, навязать свой язык, свою культуру, свою лживую историю, не позволять думать о независимости. Если, не дай бог, у кого-то возникнет эта мысль в голове, его заткнут
поставят на место, например, такими словами. Ты узкоглазый, блин, там, или горбоносый, да, там, не знаешь своего языка, свою культуру, там, не знаешь, не соблюдаешь, там. Мы тебе подарили свой язык, свою культуру. Будь благодарен за это, закрой рот и не высовывайся, чурка. Вот такими словами, в общем. Ну, что еще? Ну, что тут сказать? Вот у меня отобрали мое детство, мое калмыцкое национальное детство. Ведь это неправильно, когда человек учит свой родной язык как иностранный. Это вообще, ну, я сейчас думаю, ну, это ужас. Беспредел, настоящий беспредел, что творили с нами, что творят. Конечно, ну, виной тому, что наши соотечественники, наши соплеменники прошлого тоже способствовали этому. Но у России большой опыт находить подонков в национальных регионах, давать им поддержку, финансировать их. Вот как это делали с Илюмжиновым и Орловым. Это твари натуральные. Подонки. Ну, в общем, это неверно. Человек должен изучать свой родной язык в естественной среде. И сейчас у нас перед нами задача, калмыками, возродить родной язык, сделать родной язык популярным. Ну и теперь я снова перейду к языку, оставим политику, оставим эту тему. Я хочу вернуться к этому тексту и рассказать вам. Я знаю, как учить язык. Мой метод наверняка, это не мое открытие, конечно. Я просто делаю то, что мне нравится, то, что предлагается вот в интернете, как учить. Я пробую одно, пробую другое, пробую это. И вот этот вариант я нашел для себя лично самым оптимальным. И я приглашаю всех, кто хочет выучить калмыцкий язык, свой родной язык, присоединяйтесь ко мне, делитесь с друзьями видео. Необходимо так, чтобы мы все-таки объединились. Никакого не будет национального сознания, никакого не будет объединения без калмыцкого языка. Калмыцкий язык – это наше все. Мы должны его знать, мы обязаны его знать. Но у многих наверняка есть такие комплексы, которые я имел, кстати, долгое время. Ну, что значит долго? С самого детства. То, что я не имею склонности языка, не имею талантов типа того. Знаете, я понял то, что никто не имеет талантов в языках. Или имеют талант в языках все. Да? Потому что если вы говорите хотя бы на одном, а вы говорите, да, если у вас нет физической патологии, да, вы не немой, да, вы не глухой, вы можете говорить на каком-то языке, вы уже изначально природно способны к языкам. Вот, например, у меня много друзей в интернете, иностранцев,
Вы знаете, есть многие из них знают по несколько языков. И это не какие-то там вундеркинды, обычные люди, такие же, как я, как вы. Единственная преграда это вот здесь, в голове, в мозгу. Если мы говорим себе «я не могу», то происходит блокировка. Я не знаю, у меня нет, происходит блокировка. И вам ничто не придет, пока вы сами в себя не поверите. Единственное условие должно быть ваша личная вера в себя, самоподдержка. В общем, если вы можете говорить хоть на одном языке, естественно, вы можете говорить на любом другом. На любом другом. Ну так вот, вот посмотрите на экран снова. Посмотрите, вот эти вот таблички по краям. Это я отметил незнакомые слова, которые мне нужно учить. Кстати, не учите слова списком. Это неблагодарное дело, очень забывается. Читайте тексты, старайтесь переводить, запоминайте, старайтесь запоминать. Они усвоятся намного быстрее. Ну вот, посмотрите, да? Вот полностью в табличках. Прям это. Красота какая, да? Это значит, я абсолютно не знал ничего до этого текста, да? Но многие слова я уже какие-то запомнил. Быстро их воспроизвести не смогу, но некоторые только из них там. Но каждый из них как бы осел в кратковременной памяти, в пассивный словарный запас. В общем, многие из них будут попадаться в других текстах, и таким способом я буду запоминать их. Это намного лучше. Так, вот тут я сейчас вам покажу другой текст. Это текст, над которым я работаю на английском языке. Вот смотрите, у меня такой метод. Над каждым текстом я работаю примерно неделю. И английский язык тоже самое. Вот смотрите, я работал над ним неделю. У меня 1, 2, 3, 4, да, 5 тоже слов, да, 5 таких моментов, которые нужно проработать как-то, да. Когда-то, когда я начинал изучать английский язык, у меня была точно такая же картина. Ничем не лучше, да? Даже еще хуже. Потому что калмыцким-то я как-то более-менее это бичи, чамак, сянбят, ну и так далее я знал, да? Какие-то это моменты. Ну, в общем, вот так. А теперь вот такая картина. Все остальные слова я знаю. Но я, тем не менее, не прекращаю работать над каждым текстом по одной неделе. Я читаю, аудирую, занимаюсь. В общем, я достиг уже какого-то уровня в английском языке. Конечно, my English not the best, да. Мне еще нужно много заниматься, и уровень мой примерно чуть выше среднего, может быть.
что мне позволяет общаться с иностранцами. У меня много друзей по всему миру, с Австралии, Англии, США, Аргентина, Чили, Европа вся, огромное количество со Средней Азии, с Ближнего Востока. Ну, мы обсуждаем, практикуем английский язык. Кстати, если кто желает изучать английский язык, пожалуйста, добавляйтесь. Если вы еще и владеете калмыцким языком, то буду рад обменяться языками, как говорится. Посвящу время и вам для разговорной практики в английском языке. И буду рад вашей помощи в калмыцком языке, с калмыцким языком. Ну что еще сказать? Калмыцкий язык будет усвоен, я буду знать его, и давайте развиваться вместе. Единственная преграда — это в голове. Необходимо просто заниматься. Для начала посвятите этому делу, изучению, всего лишь 15 минут в день. 15 минут в день на начальном этапе достаточно. Разделите эти 15 минут по 5 минут в день, по 5 минут утром, в обед и вечером, и вы сами почувствуете, как вы развиваетесь, как вы впитываете язык. Придет к вам привычка учиться заниматься. Привлекайте своих друзей, своих родителей, своих детей. Я к вам обращаюсь. Не имеет значения, сколько вам лет. Может быть, вам 60 лет, или 70 лет, или вам 20 лет, там, или 17 лет. Вы уже родитель, да? Давайте изучайте. Будет необходимо сделать так, чтобы вся Калмыкия влилась. Моя мечта — сделать такой флешмоб или движение по изучению калмыцкого языка. Сделать так, чтобы в каждом автобусе висели таблички там, или бумажки, или раздавались листочки, да, разговорная речь калмыцкая была, там включили магнитофон, пусть говорит, да, на калмыцком языке. Пусть это будет не с утра до вечера, но какой-то, например, 2-3 часа в день, там, по отдельности, чтобы не утомлять людей, но чтобы была калмыцкая речь в каждом автобусе, в каждом заведении, чтобы таблички тоже с новыми словами, с полезными выражениями по тематике, например, висели в поликлинике, да, на медицинскую тему, в столовой там, или в кафе висели, чтобы по тематике соответствующей, в кинотеатре, в библиотеке, правительственных учреждениях. Там. В общем, необходимо сделать так, чтобы все были вовлечены. Естественно, силой нельзя всех, и упреками нельзя это делать. Это должно быть происходить естественно, вовлекать с интересом, чтобы было в первую очередь удовольствие учиться. Ну, что еще?
наверное, закончу я на этом. Возможно, я что-то забыл, что-то хотел сказать. Есть у меня что сказать и на политическую тему, опять же. У меня прям язык чешется, но я не хочу вас утомлять. Спасибо большое. Свободу Калмыкии, фри Калмыкия. Россия нам не родина, тюрьма. Стремно быть россиянином, и вы, калмык, должны это понимать. Сянбетн.